Салам алейкум, друзья! Начиная с этой недели программа «Прогнозист» будет выходить и в Ютубе. Именно так. Сегодня мы поговорим о 5 матчах. Манчестер Юнайтед Эвертон, Арсенал Манчестер Сити, Ювентус Удинезе, Бавария Вердер и, конечно же, Реал Сосьедад против Барселоны. Я дам свои прогнозы, и вы отправляйте свои прогнозы также. Пишите в комментариях, потому что это не просто так. Кто угадает исход всех 5 матчей, тот окажется победителем 200 самон. Да, мы отправляем 200 самон победителю этой номинации. Теперь давайте послушаем меня, что я думаю насчет именно этих встреч. По традиции начинаем с Туманного Альбиона. Лондон. Арсенал принимает Манчестер Сити. Обе команды испытывают заметные трудности в нынешнем сезоне. Арсенал недавно поменял тренера. Манчестер Сити при таком положении дел, похоже, может сделать это по окончании сезона. У Гвардиолы есть замечательная возможность показать в Лондоне, что команда еще не закончила борьбу за чемпионство в АПЛ, и горожан рано вычеркивать из списка претендентов. Канониры переживают не лучшие времена. В команде произошла смена тренера. Вместо Унаи Эмери теперь команду временно возглавляет Фредерик Ljungberg. В минувшем туре Арсенал встречался с Вестхэмом. Начало встречи с железными не сулило хорошей жизни пушкарям. Первую половину игры Арсенал проиграл. Но в конечном итоге Арсенал все-таки выиграл со счетом 3-1. Несмотря на победу, лондонцы еще далеки от зоны Лиги Чемпионов в турнирной таблице. Команда занимает всего 9 место, и отставание от 4-го Челси насчитывает 7 очков. Покинул лазарет команды, пропустивший несколько игр, испанский полузащитник Дани Себальос. По-прежнему восстанавливаются Гранит Джакка, Эктор Беллерин и Роб Холдинг. Ну а что касается Манчестера Сити, то неожиданно для многих эта команда проиграла на домашнем стадионе в манчестерском дерби команде Оле Гуннара Сульшера со счетом 1-2. Отставание от лидирующего в АПЛ Ливерпуля достигло космических 14 очков, и повторение прошлогоднего чемпионства становится огромным вопросом для команды Гвардиолы. В последних 5 матчах АПЛ горожане потерпели 2 поражения, выиграли 2 игры и в одном поединке с Ньюкаслом не выявили победителя. Зато уже 5 матчей кряду Манчестер Сити неизменно выигрывает у Арсенала. При этом горожане каждый раз забивают не менее 2 голов за игру. Игру прошлого чемпионата небесно-голубые выиграли на Эмирейтс со счетом 2-0. Не смогут помочь своей команде Лерой Сане и Эмерик Ляпорт. Кроме того, под вопросом выступления Серхио Агуэро и Джона Стоунса. Манчестер Сити выиграл 3 предыдущие встречи на Эмирейтс с общим счетом 8-0. И после поражения в манчестерском дерби жаждет моральной компенсации в следующем матче АПЛ. Арсенал, как никто другой, подходит для роли раздражителя и удовлетворения пошатнувшихся чемпионских амбиций. Разъяренные горожане наверняка смогут поразить ворота соперников более 1 раза. Поэтому мой прогноз на этот матч – победа Манчестера Сити и тотал больше 2,5 мячей. Не спешите покидать Англию, ибо есть еще одна вывеска, причем очень громкая. Манчестер Юнайтед встречается с Эвертоном. Именно об этой встрече мы сейчас и поговорим. Болельщики МЮ были в экстазе после победы их любимцев в логове принципиального соперника Манчестера Сити. И игрой красных дьяволов действительно можно было восхищаться в той встрече. Команда Сульшера настолько мощно провела первый тайм, что на перерыв уходила с преимуществом в 2 мяча. А счет мог бы быть и более крупным, реализуя Манчестер Юнайтед хотя бы половину своих моментов. Таким образом, поединок с МС стал лучшим в исполнении красных дьяволов в нынешнем сезоне. И по ходу они не собираются останавливаться на достигнутом. Ириски, то есть Эвертон, как их нынешний соперник, также одержали эффектную победу над сильным оппонентом в последнем матче. Но стоит отметить, что на настрой игроков Эвертона повлияла отставка Силвы. И как часто это бывает, футболисты после ухода тренера эмоционально встряхиваются. Не думаю, что мерсисайдцам хватит запала на еще одну встречу. Тем более, в поединке с Челси ириски воспользовались хаосом, который царил в обороне синих. И вдобавок, играл Эвертон на Гудисон парке, где традиционно хорош. В гостях же мерсисайдцы выступают блекло в нынешнем сезоне. Возможно, рано еще делать выводы, но, судя по последним матчам, манкунянцы постепенно приходят в себя. Если на старте сезона красные дьяволы блекло действовали в атаке, с трудом забивая даже 1 гол, то сейчас нападение МЮ разыгралось и стабильно кладет по 2 мяча и более в ворота соперников.
И вообще, подопечные Сульшера наколотили 16 голов в 7 последних поединках. В рамках АПЛ манкунианцы отгрузили 7 мячей суммарно в ворота Шеффилда, Манчестера Сити и Тоттенхэма. Собственно, о великолепной игре МЮ в дерби уже я сказал выше. Но до матча с Сити команда Сульшера также эффектно сыграла и со шпорами дома, заслуженно одержав победу. Примечательно, что в 2 последних играх МЮ действовал по-разному. Первым номером и от обороны, но 2 совершенно разных стиля привели в итоге к заслуженным победам. Такая мобильность красных дьяволов позволяет рассчитывать на их победу в 3-м матче к ряду. Тем более, что Эвертон продолжает проваливаться в обороне и до игры с Челси пропустил 9 мячей суммарно от Ливерпуля, Лестера и Норвича. В гостях ириски отыграли на 0 лишь с Кристал Пэласом. С тех пор пропускали даже от Брайтона, Бормута и Астон Виллы по 2 мяча и более. Неудивительно, что с такой игрой в защите Эвертон не сумел набрать очки в 5 из 7 выездных матчах АПЛ. Сомневаюсь, что мерсисайдцы успешно сыграют и на Олд Траффорде, где МЮ наколотил 10 голов в 4 последних поединках. Да и в предыдущих 2 вояжей в логово красных дьяволов Эвертон не сумел раздобыть даже 1 балла. Поэтому мой прогноз на этот матч банально. Победа Манчестера Юнайтед. До свидания, Англия! Да здравствует Испания! Ла Лига! В 17-м туре испанского чемпионата Реал Сосьедад попытается укрепиться на 4-й позиции в турнирной таблице Ла Лиги, чтобы обеспечить себе место в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. Помешают ли команде каталонцы? Посмотрим. Реал Сосьедад, Барселона на стадионе Ануэта. Тот самый стадион, который является не самым успешным для Барселоны. Реал Сосьедад подобрался к зоне отбора на групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона. И наверняка собирается там плотно закрепиться. Сейчас баски занимают 4-е место в таблице общего зачета, но аж 4 команды следом наступают клубу на пятки, имея разницу в 1-2 очка. Последние 3 тура Ла Лиги Реал Сосьедад сыграл с мадридским Реалом 1-3, выиграл в матче против Эйбара 4-1 и сыграл в ничью с Вальядолидом 0-0. Если же начало футбольного сезона Барселоны оставляло желать лучшего, а часики Эрнесто Вальверде тикали в сторону его отставки, то сейчас ситуация в коллективе очень сильно поменялась. На данный момент Барса является лидером везде, где только можно. Лионель Месси получил золотой мяч, Вальверде носят на руках с криками «Гений! Гений!». Гризман забивает, все ключевые игроки в полном здравии. Ну, не клуб, а просто остров процветания какой-то. Беспроигрышная серия Барселоны длится уже 8 матчей. Последние 3 она сыграла так. Атлетико Мадрид Барселона 0-1, Барселона Мальорка 5-2, Интер Барселона 1-2. Несмотря на все успехи Барсы, специалисты со скепсисом относятся к вероятной победе Барселоны, ибо все настолько хорошо быть не может, думают они. Вероятно, Барса может отступиться, но я ничего не согласен с подобным мнением. Мой прогноз на этот матч – победа Барселоны. Вот так вот все просто. Недолго играла похоронная музыка над игрой Ювентуса после поражения от Лацио. Буквально вчера Юве начал успешную реабилитацию, обыграв на классе Байер 0-2. Теперь предстоит реабилитироваться перед домашними трибунами. В этом сезоне Юве имеет отличную статистику в домашних матчах. 6 побед и 1 ничья. При этом Юве забил 15 мячей и 8 пропустил. Полная обойма Ювентуса готова выстрелить. Дибала, Роналду, Игуаин. Все ребята готовы на 100%, и некоторые из них уже доказали это в матче с немецкой командой. Для Удинезе этот сезон получается крайне неудачным. Выездные игры Удинезе показывают, насколько команда плохо чувствует себя в позиционной игре. На выезде Удинезе выиграл 1 раз. 1 раз сыграл в ничью и 5 раз потерпел поражение. Думаю, что именно тот факт, что Удинезе не умеет играть без мяча, и слабое нападение команды, которое могло бы цепляться за мячи и сохранять владение, сыграют главную роль в очередном разгромном поражении Удинезе. В последней очной встрече в марте Ювентус обыграл Удинезе со счетом 4-1. Мало что изменилось с того момента. Может, даже на данном этапе Ювентус еще более мотивирован в победе. Сейчас Юве отстает от лидирующего Интера на 2 очка. Плюс ко всему, Лацио подбирается к Юве вплотную. Таким образом, разбрасываться очками с командами из нижней части турнирной таблицы для Ювентуса – невиданная роскошь.
Думаю, что Ювентус разберет Удинезе по частям, забив как минимум 2. Удинезе слишком плох в игре без мяча. Поэтому мой прогноз на этот матч – победа Ювентуса и индивидуальный тотал Юве больше 1,5 мяча. Ну что ж, мюнхенская Бавария проиграла 2 своих последних матча в Бундеслиге против Байера 1-2 и Боруссии Мюнхен-Гладбах 2-1, впервые за много лет опустившись за пределы зоны Еврокубков. Таким образом, располагаясь на 7-м месте турнирной таблицы, у Баварии нет других вариантов, как поправить положение и настроение внутри коллектива уверенной победой над Бременом. Не думаю, что задача является какой-то из ряда вон выходящей, потому как Бремен в этом году одна из самых слабых команд лиги. Плюс ко всему, Бавария регулярно сносит Вердер в последние сезоны, обыгрывая их в каждом из последних 17 очных поединков. В Мюнхене Бавария также выиграла все последние 6 матчей с очень большой разницей 24-2, сохранив разницу в 2 и более мячей в 5 встречах из 6. Также стоит отметить, что Бавария подходит к этому матчу в отличном настроении, благодаря победе в Лиге чемпионов над Тоттенхэмом. Тем самым Бавария стала всего лишь 7-й командой в истории, которая выиграла все 6 матчей на групповом этапе. Но самое главное, что этот результат дался Мюнхену без существенных потерь в основном составе. Все сильнейшие готовы исправлять положение в турнирной таблице Бундеслиги. Не знаю, что может помешать Мюнхену забить хотя бы 3 гола в этом матче. Бремен является одной из самых пропускающих команд Бундеслиги. Всего 3 команды пропустили больше, чем Бремен, включая 2 последние. Текущая форма Вердера также оставляет желать лучшего. Проиграны 3 матча из 4, причем в прошлом туре уступили и Падерборну. Думаю, что это поражение расставило все точки над и, скорее всего, Бремен будет бороться за вылет. Интересно, что все выездные матчи бременцев в этом сезоне завершились как минимум 3 забитыми мячами, причем большинство из них были забиты в их ворота. Поэтому не сомневаюсь в победе Баварии и в этом поединке. Учитывая историю личных встреч и существенную мотивированность Баварии, думаю, что Бремену в этом поединке не поздоровится. Поэтому мой прогноз на этот матч – победа Баварии с форой -2 мяча. Уважаемые друзья, все, что я хотел, я сказал. Вы можете послушать меня, вы можете написать свое мнение в комментариях, но тот, кто угадал исход всех 5 матчей, окажется счастливчиком и получит 200 самон. На этом я с вами прощаюсь. Любите футбол, не забываем подписываться и ставить лайк. До новых встреч. Пока-пока.